Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Сохранявший красоту абхазского слова, на 84-м году ушел из жизни поэт, писатель, журналист, заслуженный деятель культуры Абхазии Терентий Чаня. Работать в рамках действующего законодательства. Борьбу с майнингом обсудили на совещании в Министерстве экономики с участием представителей Черноморэнерго, Департамента энергонадзора и МВД. Решение будет приниматься без учета авторства. В ближайшие недели подведут итоги конкурсов на лучшие памятники Владиславу Ардунга и Сергею Багапш. Сохранявший красоту абхазского слова, в 1984 году ушел из жизни поэт, писатель, журналист, член Союза писателей СССР Абхазии и России, член Союза журналистов России и Абхазии, заслуженный деятель культуры Абхазии Терентий Михайлович Чаня. Терентий Чаня в разное время работал ответственным секретарем газеты «Апсней Капш», инструктором Абхазского областного комитета Компартии, директором Абхазского госиздательства Алашара, директором литературного фонда Союза писателей Абхазии. С 2010 по 2011 годы Чаня возглавлял Союз писателей Абхазии. Терентий Чаня – автор 25 поэтических и прозаических сборников. Он автор романов «За 3-9 земель» и «Чайки летят с моря». На его стихи написано более 30 популярных абхазских песен. При журнал Алашара цхтанпи номер квирваку ери и навела аматшаз имен тахзай. Одно из последних произведений абхазского поэта, прозаика Терентия Чаня, новелла «Аматшаз» была опубликована в журнале «Алашара» в конце прошлого года. Как отмечает редактор издания, поэт Анатолий Лагула, произведение посвящено реалиям нашей жизни. Все написанное Терентом Чаня отличается особым почерком. Никто так не сохранял красоту слова, как Терент Михайлович, говорит редактор журнала «Алашара». Я женрала, кое харадзик охочквиризку, и лирика женрала, кое шамахадзик хапсо композитор цвезеки аша кварахиеркехан. И Терентиха таки аша хон тенечкуназ, а гитара ирхон. Саребзидзе не свал, что от Васил Царгуши иерей, игерт Гунбе иерей, композитор цведу козики шамахак иерей, я женрала кайрылхна аша козмюицез от вкитакацамест. Уи ибзидзене ирдруан яхигуло чарке, игерт абипара козики зал дука чочимчира культура хана чова хуши кырханза. Ачара хочфат пан Терентий кылына апны илалани неос арпыгвейна бейт ацл икутанигва тевас арпыгвея бейт хабриажин рала хны ахрада налагна хсы ицхэр ялагхан убря арипсиена дрыдрыкулон дырзайкун. Новость о кончине абхазского поэта, публициста, общественного деятеля Терента Чаня стала ударом, отметил Анатолий Лагула. Литературный мир страны потерял одного из лучших авторов, считает редактор. Сара гудурлес харсыл шойта харахавтарча бзику рабхи харгулоз харидсовет крышук сарахас яло харабра яйва юмта козиги шамахацека ридсовет рид коллеги яло ит харбоза рабхи гылына ерги харбон еригуана гара хаззаван еригуана гара харахсыха акранакон ихацхтан би имих наскахку дара лахикурла хапхвицвезеге культуру усвицвезеге до хап хуштара есмша еслом хаузегерзе ари епши қопаета шкуй ицвидзера цвидздуб. Поэт Владимир Зонтарь отмечает, Терент Чаня был многогранной личностью. Он проявил себя не только как талантливый поэт, но и как человек с активной гражданской позицией и патриот своей страны. Он был прекрасный газетчик, и когда он готовил какой-то собственный материал для очередного номера газеты, и его рукопись не перепечатывали, то есть посылали в типографию прямо в таком виде, в каком он написал, потому что он таким убористым почерком, так красиво, так аккуратно писал, что линотиписты, там, типографские работники набирали прямо с листа, с рукописи. Он был во всем аккуратен. И вообще есть такое понятие
многогранное дарование, многогранный талант. Вот этими качествами редкими, незаурядными обладал Терентий Михайлович. Опубликованные год назад стихи Терентия Чаня удивляют глубиной мысли и особенным стилем, подчеркивает Владимир Зонтария. Год назад прочитал в журнале «Алашар» его новую подборку стихов. Тогда ему было где-то под 80, да? Я просто был поражен в таком возрасте писать такие стихи. Там такая свежесть чувств, такая глубина мысли, такой язык, такая красота стиля. Это надо быть очень талантливым человеком, даже чтобы в таком возрасте сохранить вот этот задор, вот этот дух и вот такое владение пером. Терентий Чаня – автор более 50 песен. Такие композиторы, как Константин Чингелия, Ражден Гумба, просили его соавторства, рассказывает Владимир Зонтария. И сейчас мы можем образно назвать их старыми песнями о главном. Песни 60-х годов, это лирика, это вот это и хот-хоту абсабарат шажон, или там какие-то еще вещи, которые молодежь пела. И сейчас какая-то ностальгия по этим, да, временам и по тем песням, потому что он чувствовал слово, он обладал хорошим музыкальным слухом, и это тоже проявление, очень интересное проявление его незаурядного дарования, таланта. Во время Отечественной войны народа Абхазии квартира Терентия Чаня вместе с библиотекой была разграблена и сожжена. Во время боевых действий поэт был назначен главным редактором военной газеты «За наше Отечество». Он помогал издавать наши газеты во время войны, и абхазскую, и русскую газету. Он был в гуще идеологической борьбы и в гуще, значит, он внес свою лепту, свой вклад в нашу победу. Создана Государственная комиссия по организации похорон поэта под председательством министра культуры Гудиса Агарба. Церемония прощания с Терентом Чаня пройдет 5 февраля в 12:00 в Сухуми по адресу улица Лакоба, 91. Поэт будет похоронен в селе Кутол. Анастасия Никонова, Торник, Амичба, Абазатова. Союз писателей Абхазии и Союз журналистов республики выражают соболезнования родным и близким по случаю смерти Терентия Михайловича Чаня. Глубокие соболезнования родным и близким покойного выражают также ректорат и профессорско-преподавательский состав Абхазского государственного университета. Продолжаем выпуск. Указом президента Аслана Бжаня Даур Курмази освобожден от должности министра по налогам и сборам по собственному желанию. Другим указом главы государства исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Мираба Лого, сообщает сайт президента. Работать в рамках действующего законодательства. В Министерстве экономики состоялось совещание с участием представителей Черноморэнерго, Департамента энергонадзора и МВД. Основная тема – отключение майнинговых фирм, наложение штрафных санкций и сложности с реализацией поручения президента. Подробности в репортаже Марианы Котовой. 3 февраля на расширенном заседании в Кабинете министров под председательством президента Аслан Бжаня распорядился скоординировать работу ведомств по применению мер административного воздействия в отношении незаконных потребителей электроэнергии. С этой же целью вице-премьер-министр экономики Кристина Узган собрала представителей энергонадзора, Черноморэнерго и МВД. И первым делом поинтересовалась, сколько предписаний было составлено и сколько нарушителей было оштрафовано за период борьбы с незаконным майнингом криптовалют. По словам представителей надзорного органа, осуществляя деятельность в полной мере им не позволяют объективные обстоятельства. Не штрафовали по той причине, что у нас не было информации по собственнику, по владельцу данного объекта. Единственное, с кем мы сталкивались, это была охрана. Охрана перекладывала ответственность с одного лица на другое, третье на четвертое. То есть не было возможности определить ответственного должностного лица или руководителя, на кого можно было возложить ответственность и подготовить материалы. То есть это постановление о наложении штрафа. Помимо протоколов, нами в любом случае мы проводили актирование, давали предписания и передавали эти материалы в Черноморэнерго. Для нас первостепенной задачей было именно обесточить объект, да, снизить нагрузки. Это самая основная была задача наша.
Практически такая же ситуация и в Черноморэнерго. Почти ни на одной из проверенных криптофирм не было владельцев, а лица, присутствовавшие на объекте в момент инспекции, отказывались давать какую-либо информацию о том, кому принадлежат майнеры. Поэтому большинство актов проверки не подписаны. Зачастую, в большинстве, в 99% случаев, к сожалению, акты не были подписаны нарушителями постановления, в силу того, что зачастую наши сотрудники не понимали, кто является собственником данных криптофирм, или даже если выявлялся собственник, он категорически отказывался подписывать. То есть акты составлялись нашими сотрудниками, подписывались и все. По мнению Кристины Узган, в тех случаях, когда ресурсов Энергонадзора и Черноморэнерго недостаточно для того, чтобы установить личность хозяина криптофермы, необходимо подключать правоохранительные органы. Я как себе представляю, вот у вас есть проблема с определением, условно говоря, нарушителя, да, чья это майнинг-ферма или чье оборудование. Если у вас этой информации нет и в рамках вашей проверки вам не удалось определиться в этом вопросе, по моему мнению, данная информация должна направляться в правоохранительные органы, возможно, в МВД и в СКБ, для того, чтобы они могли оперативно установить в данном случае, кто является владельцем либо бенефициаром. Работа такая может проводиться, да, она не быстрая, но тем не менее какой-то материал вы наверняка сможете получить. То есть отсутствие понимания владельца объекта, оно не исключает, не снимает с вас ответственности и обязанности применить санкции. Однако, даже если хозяин незаконно подключенного к энергосети объекта будет установлен, выписать штраф ему будет не так-то просто, потому что в законе прописано, что делать это необходимо через суд. Само возбуждение, во-первых, дела происходит только при помощи прокурора. Только прокурор может возбуждать само дело. И здесь эти статьи были введены также недавно, в том числе. У нас КоАП в этой части не был до конца урегулирован. И вопрос сбора, скажем так, первичного материала и реализации вообще этой статьи, скажем так, в отношении КоАПа тоже не до конца определен. Возможно, может быть, и рассмотреть вопрос в том, чтобы дать полномочия органу, осуществляющему контроль, право выносить уже постановление, то есть без суда, исходя из ситуации. Главный вопрос. Также Кристина Узган распорядилась подготовиться Энергонадзору к инспекции совместно с МЧС. По словам министра, это необходимо в связи с общей ветхостью электрооборудования. Необходимо будет вам совместно с МЧС фактически провести, значит, мероприятие или проверку объектов на предмет их безопасности. Пожарной безопасности, значит, охраны объектов и других возможных угроз и рисков, которые на сегодняшний день существуют. По завершении совещания Кристина Узган распорядилась продолжать работу по борьбе с незаконным подключением к энергосети в рамках того законодательства, которое есть сейчас. Марьяна Котова, Торник Амичба, Абаза ТВ. Фонд репатриации направит 50 миллионов рублей в 2021 году на выплату пособий за третьего и последующего ребенка, рассказал спутник директора фонда Энвер Чамаго. В рамках программы развития демографии 2021 семьям абхазской национальности за третьего и последующего ребенка будет выплачиваться 100 тысяч рублей. Решение будет приниматься без учета авторства. Победитель конкурса на лучший проект памятника и благоустройства площади имени Сергея Багапша, а также на лучший проект памятника второму президенту в Ачимчире будет определен 3 марта. Экспозиция конкурсных проектов будет открыта с 24 февраля в Центральном выставочном зале. 23 февраля подведут итоги открытого международного конкурса на лучший проект памятника Владиславу Ардзинба. Экспозиция работ по этому конкурсу будет представлена в Центральном выставочном зале с 15 февраля. Жители Абхазии смогут ознакомиться с конкурсными работами и проголосовать за лучший, но окончательное решение примет Государственная комиссия по монументальному искусству. Подробнее Надежда Боровикова. Открытый международный конкурс на лучший проект памятника первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба объявили еще в 2010 году, но постоянно продлевали в силу разных причин. Решение увековечить память второго президента Сергея Багапш было принято в 2019 году. Тогда же с этой целью были объявлены два международных конкурса на лучший проект памятника и благоустройства площади имени Багапш в Сухуме и на лучший проект памятника в городе Ачимчира перед зданием администрации района. проект Бахашлыр Латшавиос, Наске и Шевитуруепша, а конкурс Аллаху Латша, а Гуахера Завоз, а конкурс Хояла Залху, Путвидки Арзахалпаги Яхза Риштхит, Убрехун, Ачхараб Трана,
Пока что количество поданных на конкурсы работ не разглашается, но известно, что в случае с благоустройством площади имени Багапш работ для полноценного конкурса хватает. А вот конкурсы на лучший проект памятников оказались менее привлекательными. Предложений подано немного. Из-за пандемии коронавируса сроки подведения итогов неоднократно смещались. На сегодняшний день загвоздка в том, что в техническом задании указано, что конкурсанты должны представить также макеты, информация в связи с коронавирусной инфекцией, в связи с пандемией. Многие участники, у нас есть участники иностранные граждане, которые не находятся на территории Республики Абхазия. Они предоставляют всю документацию на электронном носителе, то есть нам вся документация была передана. Нам также нужно время для того, чтобы перенести всю эту информацию, вывести на планшеты, на макеты. Согласно положениям конкурсов, все работы будут представлены под цифровыми шифрами, чтобы члены комиссии принимали решения без учета авторства. Кроме того, члены комиссии, которые участвуют в конкурсе, не будут принимать участие в голосовании за работу победителя. Ряд представителей и участников государственной комиссии также являются участниками конкурса. И согласно положению, принимать решения и голосовать за проекты они не будут. В положении указано о том, что конкурсанты, которые являются членами комиссии и в то же время подали заявки на участие в конкурсе, решения о лучшем проекте принимать они не будут. То есть за свой проект голосовать они не будут. Победитель конкурса на лучший проект памятника Владиславу Ардзинба будет объявлен 23 февраля. За неделю до этого работы участников конкурса будут представлены в Центральном выставочном зале. Лучшие проекты площади имени Багапш и памятника второму президенту в Ачамчире выберут 3 марта. Ознакомиться с работами по этим конкурсам можно будет в Центральном выставочном зале с 24 февраля. Надежда Боровикова, Рамо Камкия, Абаза ТВ. Информация правоохранителей. 3 февраля примерно в 13:00 вышла из дома по улице Акармарской в городе Ачамчира 12-летняя Александра Гварами пропала. Вплоть до утра 4 февраля не прекращались разыскные мероприятия. Правоохранителями были установлены обстоятельства произошедшего и лицо, удерживающее подростка. Инал Гамахари, 2001 года рождения, а также житель города Ачамчира. В результате проведения спецопераций сотрудниками Управления уголовного розыска, СОБР МВД и оперсоставом УВД по Ачамчирскому району совместно с ССН, СГБ и МЧС Республики Абхазия пропавшая Александра освобождена. Жизни и здоровью подростка более ничего не угрожает. Гамахари был задержан и доставлен в МВД Абхазии. Задержанный гражданин в своих показаниях признается, что насильно удерживал девочку с целью выкупа в размере 200 тысяч рублей. 9 лет колонии общего режима. Такой приговор вынесла судья Сухумского городского суда Екатерина Тыркба в отношении уроженца Гудаута, жителя города Сухум, Эдгара Абухба. Он признан виновным в изнасиловании и грабеже гражданки России в июле 2019 года. Согласно обвинительному заключению, 31 июля 2019 года Абухба в помещении сгоревшего комплекса правительственных зданий, расположенных на площади Свободы в городе Сухум, подавляя волю потерпевшей 1999 года рождения, применяя к ней физическую силу, нанося удары камнем по лицу, совершил с ней насильственный половой акт. Он также похитил личное имущество потерпевшей на общую сумму 70 100 рублей, тем самым причинив ей значительный материальный ущерб. Согласно УПК, дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании в связи с тем, что данное преступление относится к категории преступлений против половой свободы. Как пояснила адвокат Инга Габилая, сторона потерпевшей намерена обжаловать этот приговор. Было назначено наказание, Абухба признан виновным по всем статьям, получается, и по изнасилованию, по насильственным действиям сексуального характера, по тяжкому вреду здоровью и по грабежу. Но, несмотря на то, что вроде бы приговор обвинительный, сторона потерпевшего, я в настоящее время обговорила позицию с родственником, непосредственно самой потерпевшей. Мы с приговором не согласны, мы считаем его мягким, в частности, режим, суд приговорил
приговорил Абухба к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима. Мы считаем, что данный приговор слишком мягкий. По поводу гражданского иска удовлетворено там около 1 400 000, сейчас я не подсчитывала, точно там 1 300 000 с хвостиком. Но для нас гражданский иск на самом деле такое преимущественное значение не имеет, как непосредственно то наказание, которое он будет отбывать. Мы считаем, что он должен отбывать наказание в колонии строгого режима. Но это наша такая позиция. Но мы просили максимальное наказание. Вот мы будем добиваться максимальное наказание, потому что он не раскается в содеянном. Он признал свою вину? Нет, он не признавался. Он только признавал свою вину в части причинения тяжких телесных повреждений. В остальной части он отказывался. Сторона обвинения на основании части 3 статьи 63 Уголовного кодекса Республики Абхазия по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний просила определить Абухба наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В Сухумский городской суд поступило административное исковое заявление руководителя аппарата Верховного суда Республики Абхазия Джемала Гоги о признании действий председателя Верховного суда Мананы Делба по изданию приказа о сокращении штатов от 21 января 2021 года незаконным и его отмене. Об этом сообщается на сайте суда столицы. Кроме того, как сообщила наша редакция, адвокат Джемала Гоги Нона Риквава, судом удовлетворено ходатайство истца, и до рассмотрения дела судом приняты меры предварительной защиты, согласно которым приостановлены действия оспариваемого приказа. Следует отметить, что в соответствии с законом на обжалование данного постановления у противной стороны есть 10 дней. Вопросы взаимодействия между Министерством туризма Республики Абхазия и Федеральным агентством Российской Федерации по туризму, а также итоги сезона 2020 года, сотрудничество в сфере туризма, в том числе и по развитию туристической индустрии, обсудили в ходе встречи министр туризма Абхазии Теймураз Хижба с руководителем Федерального агентства Российской Федерации по туризму Зариной Дагузовой. Руководители туристических ведомств наметили планы в рамках Московской международной выставки МИД. Итогом переговоров стало решение по подготовке и дальнейшему подписанию меморандума о сотрудничестве, в котором нашли бы отражение круг обсуждаемых вопросов. В ходе встречи Дагузова, осетинка по национальности, отметила особые отношения с абхазским народом. Во встрече приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в России Игорь Ахба и председатель общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Российской Федерации Дмитрий Давыденко, сообщает пресс-служба Минтуризма Республики Абхазия. Абхазия попала в десятку популярных направлений для отдыха в 2021 году по данным сайта twill.ru. Аналитики ресурса определили, что число бронирований в 2021 году выросло на 25% относительно прошлого года. Крым, Краснодарский край, Ленинградская область, Карелия, Кемеровская область, Ставропольский край, Московская область и Карачаево-Черкесия в Российской Федерации, а также Абхазия составили десятку популярных направлений для путешествий 2021 года. В Россию из Республики Абхазия начали ввозить цветы мимозы, акации серебристые. На таможенном посту МАП «Адлер» Краснодарской таможни осуществлен таможенный контроль в отношении первой коммерческой партии мимозы. Первая цветочная декларация была подана на 200 килограмм цветов. В этом году из-за теплой погоды цветочный сезон начался раньше. Обычно товарные партии ввозят с середины февраля. Основные поставки мимозы в преддверии главного женского праздника 8 марта будут осуществляться с конца февраля до первых чисел марта. Спорт. Первый учебно-тренировочный сбор молодежной сборной Абхазии по футболу прошел 3 февраля на Сухумском стадионе «Динамо». Сборы проводятся в рамках подготовки к международному турниру, который планируется в феврале в городе Сочи. Для участия в УТС главный тренер сборной Тамас Бжани вызвал около 30 спортсменов из команд городов и районов Абхазии 2004-2005 годов рождения. По словам главного тренера, окончательный состав сборной будет сформирован в течение недели. В завершении выпуска о погоде.
В пятницу 5 февраля в Абхазии облачная погода, временами дождь. Температура воздуха ночью 8, днем до плюс 12. Температура морской воды плюс 10. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами на сайте abaza.tv. До встречи.